35 лет из практически 50 прожитых в Карелии я прожила эти 35 лет в поселке Шуя. Через стенку со мной по улице Юбилейной жила семья Кирежиных, в которой было 7 детей на тот момент. И вот родился Миша Кирежин с заболеванием, которое можно было вылечить только путем операции, то есть вложением денег и доведением до конца вот этого мальчишки, доведением до полного здравия. И мама его отказалась от этого ребенка прямо в родильном доме. Родители отказались, и мама, и отец. И Миша Кирежин остался сиротой. Когда исполнилось ему 18 лет, и он должен был покинуть детский дом, в котором он проживал, не в одном детском доме он был, несколько детских домов пришлось ему сменить, он попал в статус сирот. Но ребенку, выйдя из этого заведения, просто нигде было переночевать даже первую ночь. Он был вынужден вернуться в Шую, и у матери, которая отказалась от него с момента рождения, пришлось просить угол на полу, на тюфяках, чтобы можно было где-то спать. Мальчишка, на удивление, очень работоспособный, очень добродушный, очень сердечный, очень честный парень, абсолютно не пьющий, не курящий. Он, видя, что ему никак не прожить, для того, чтобы помогать еще той семье, которая практически от него отказалась, он купил на первые свои зарплаты, по-моему, около 10 поросят, куриц он купил. И вот этими продуктами он поддерживал семью, в которой, все очень было тяжело. И братья не отличались трудолюбием, ко всему прочему. Но отношения не складывались. Мишу постоянно, укоряли, что вот он лишний род, что за него теперь надо платить коммунальные услуги и так далее, и так далее. Не однажды выкидывались эти тюфяки, на которых он спал на полу. И тогда я ему такую мысль подкинула. Миша, ты как сирота, и тебе обязаны предоставить хоть какое-нибудь жилье. Ты съезди к Валентине Ивановне Пивненко. Она депутат Госдумы. Она должна защищать всех карелов, особенно молодых. Ты съезди и расскажи вот все, что я про тебя знаю, вся твоя жизнь как сложилась. Ты просто по-человечески все это расскажи. И он послушался меня, он поехал. Он говорил там и с ней, и с ее представителем, которая, как секретарь работала, приняли от него заявление и уверили, что уж кто-кто, но Валентина Ивановна Пивненко приложит все силы, чтобы этому мальчишке помочь. После этого несколько раз еще Миша Кирежин ездил туда, потому что не мог дождаться никаких ответов после обещания. Ездил со своей классной руководительницей, которая также Мишу знает, вот как и я, и пытались напомнить о проблеме Мишиной, пытались помочь. Классная руководительница даже искала ему комнату у какой-нибудь бабушки, чтобы можно было поменьше платить. То есть она тоже была заинтересована в этой судьбе. Но до сих пор Миша живет без квартиры. Одно время, практически целый год, когда его выкинули из квартиры, в которой он проживал, он жил в хлеву вместе с поросятами. Мне очень обидно, мне очень неприятно, мне очень тяжело на душе, что человек, который хочет 4-й раз попасть в Госдуму представителем Карелии, не смог ни единым шагом, ни единым порывом помочь истинному карелу, истинному жителю Карелии, нормальному человеку, человеку-сироте. Не пошевелил и пальцем, чтобы оказать элементарную помощь. Валентина Николаевна, вы наделены очень большими полномочиями. Эти полномочия исходят от нас, избирателей.
Но вы эти полномочия не применили нигде по отношению судьбы обездоленного, чудесного парня из Карелии. Мишу Кирежина вы не поддержали.